Доброе утро, друзья. Эдди Хелшин. И с вами снова я, Лейла. Так, друзья, вчера была на 39-й ночи, как я вам говорила. И там мне так понравились в саду у них розочки разных цветов, красивые, что вот я у них нарвала вот таких вот, не нарвала, а нарезала черенков. И хочу сегодня посадить и немножко показать вам. Не знаю, друзья, я никогда не делала. Может, мне скажете, что правильно или неправильно. Посоветуйте мне. Ну, вот такую вот лунку я сделала. Здесь обычно днем бывает солнышко, просто пока еще рано. Быстро их, боюсь, что они у меня завянут, если я не посажу вовремя. Столько, друзья, работы. Надо еще и тюльпаны посадить. Я же тюльпаны не посадила. А говорят, уже с воскресенья будет погода меняться. И чеснок надо посадить. И уток резать. Короче, все вместе. Так, я немножко вот земли было. Ну, у нас и так земля неплохая. У нас здесь в Кантышево хороший чернозем. Но я все-таки немножко перемешаю. И просто понатыкаю их вот так вот, как мне сказали. Приживутся. Нет, так нет. Ой, мамочки. Не знаю, мне они очень у нее понравились. Там разные цвета были такие прям, вы не представляете, какие. Ой, я с платьем сорвала. А вот так вот, наверное, можно и воткнуть. Вот так. Мне говорили, что нужно на 3 этих, чтобы было. Так. Ключи. Так, ну и 3, наверное, в другое место посажу. Говорят, что нужно еще бутылки на них ставить, но у меня пока нет. Одни говорили, не надо, другие говорили, не надо. Может, вы мне напишите, что надо, и правильно ли я это сделала, пока не поздно, чтобы можно было переделать. Хотела себе еще одну лунку сделать, друзья. Смотрите, что я сделала с лопатой. Она у меня сломалась. Я, наверное, сюда их тоже все. Если все равно их надо пересаживать, если они примутся. Друзья, и перед тем, как приступить к чему-то, я хочу замариновать себе курочку на обед. Обещала приехать моя сестра, помочь мне резать уток. И вот я хочу на обед поставить. Ну, сейчас немножечко покажу. Рецепт вам хочу показать, как я вот иногда делаю курочку. Но она, правда, молоденькая, ее не обязательно так делать. Но вот когда уже индейка или гусь, ну, которые пожестче мясо, и домашнюю курочку тоже я так делаю. Но и покупные также делаю курочку. Вот я налила 1/4 часть стакана уксуса вот на эту водичку. И минут на 10-15 положу сюда курочку в эту воду. Курочку я помыла. Сначала опалила, конечно, почистила, вот, помыла. И теперь вот немножечко замариную ее в этой водичке с уксусом. Вот так вот. И она у меня минут 10-15 полежит. Потом я дальше покажу, что буду с ней делать. Так. За это время у меня будет греться молоко. Мне надо молоко сегодня просепарировать. Уже все бетоны мои были полные. Вчера была на 39-й ночи. Целый день. Надо было мне вчера его, конечно, пропускать. Но вот вчерашний день у меня как бы выпал из дней моих будничных дней. Вчера ничего не делала. Рано утром поехала. Приехала где-то часов 10 вечера только домой. И практически вчера ничего не делала. И вот сегодня хочу уток. Ну, сколько мы успеем. 6 уточек я поймала. А там посмотрим. Если сестра не приедет, конечно, больше не буду резать, только эти 6. Но если она приедет и мне будет помогать, то может быть еще. Так, это у меня уточка. Я под навесом воду выпустила, воду открыла, и уточка купается. Курочка моя вот постояла минут 10-15. Теперь, смотрите, за это время я перемолола лук и чесночок через мясорубку.
И вот у меня такая вот адыгейская соль. И чуть-чуть добавила туда острого перчика красного чили. Так, теперь вот так вот, смотрите. Намазываю этой солью курочку. Все. И укладываю вот так вот сначала. Теперь накрываю, ну вот покрываю вот так вот луком этим и чесночком. И вот так вот дальше тоже. Просто сегодня не хочу заморачиваться с едой. Быстро сейчас в духовочку поставлю. Мне нравится вот такой, именно вот такой вкус, сочетание этого вкуса. Курочка бывает очень такая нежная. И пахнет как-то вот по-своему. То ли шашлычком, то ли не знаю. Ароматная бывает очень. Вот. Теперь еще. И надеюсь, сестра приедет, и мы займемся сегодня уточками. А курочка запечется сама по себе в духовке. Все. И вот так вот этот лучок и чесночок вместе. Как я сказала, этим можно мариновать любую птицу. Сейчас накроем крышкой. И часа на 2 она у меня постоит, пока вот я займусь другими делами. Так, сейчас я быстро просепарирую молоко, пока сестра не приехала. И потом уже начну заниматься своими утками, как говорится. Вот, молоко согрело вот эту кастрюлю. Молока собралось, как видите, много. Я уже почти, по-моему, 5 дней не сепарирую. Сейчас быстро просепарирую, включу. Ну, сейчас я налью сначала молоко, а потом включу. То штатив не поставила. Шумно, конечно. Но я немножко покажу вам. У меня много роликов, где я показываю, что как молоко сепарируется. Ну вот, смотрите. Вот эти вот сливки. Сепаратор у меня уже лет 10, как у меня он есть. Вот так вот. Это уже вот обратно. Завтра, наверное, если прокиснет молоко, будем делать творог. Я покажу вам, как делается творог. Я надеюсь, что вот сметана, ну вряд ли. Потому что у меня больше нет. Мне надо еще 2,5 килограмма хотя бы масла сливочного сделать, чтобы сделать мой заказ топленого масла, который я должна отослать в Турцию, друзья. Меня заказала женщина, мне хоть я и не продаю на данный момент топленое масло, но мне стало неудобно ей отказывать, раз она прям оттуда написала, хочет масло, ей я обязательно пошлю его. Ну, если Аллах, конечно, даст, ничего не случится. Вот, еще раз, наверное, когда соберу столько же, и как раз будет, смогу перетопить его. Сначала сбить, конечно, сливки в масло, а потом уже перетоплю. Ну вот так, друзья, пока я отключусь, потому что шумно. Потом по ходу буду показывать, что я буду делать сегодня. Вот, я закончила сепарировать, друзья, молоко, видите. Все, осталась только пенка. И вот мой брашка почти пол хлеба наяиливал, сидел со сметаной. Съел почти полбулки хлеба. Он очень любит свежую сметану. И буквально ему надо действительно вот сразу сливки, вернее сейчас сливки же, ему надо сразу свежие сливки. Уже на 2-й день или на 3-й день он уже не любит эту сметану. Ему вот нужно, чтобы вот прямо сразу из-под сепаратора. Обрадовался, такой довольный. Поел все, теперь мне ему готовить не надо. Ну вот, друзья, вот так вот. С молоком закончила. Так, у меня, наверное, было литров 35 молока. Ну и вот 3-литровая кастрюлька получилась светлой сметаны. Так, друзья, и вот курочка моя замариновалась, скоро уже обед. И теперь будем ее, надо снять лук и чесночок, который мы намазывали на нее, и смазать ее уже любой приправой для курицы. И немножко добавила я сюда вот паприку. Вот так вот намазываю, никакого масла, ничего я не добавляю. И форму я смазала, друзья, жировню смазала маслом заблаговременно. И вот так вот все части вот будем обмазывать приправой с паприкой и будем запекать в духовке.
что-то сестра моя не едет. Позвонила, не берет трубку, не знаю. Она тоже со мной вчера была на похоронах, ну не на похоронах, а на 39-й ночи. Уехала чуть раньше меня. Но что-то мы не созванивались, не знаю. Звонила, сегодня 2-3 раза звонила. Что-то она не берет трубку. И вчера так она себя неважно чувствовала. Значит, что-то там, не знаю. Или она в больницу пошла, или что. Так что, наверное, я зарежу поменьше уточек. Потому что еще много делов. Ну все, сейчас помою руку и руки поставлю в духовку. Так, духовку я заблаговременно разогрела, друзья. И теперь поставлю в духовку. Ну, минут на 30-40. Жалко, сестра не приехала, друзья. Запах курочки обалденный. Сейчас быстро пообедаю. И займусь своими уточками. Попробуйте так замариновать и приготовить курочку, друзья, не пожалеете. Она очень вкусно получается. Просто у меня не было паприки. Она и так красненькая. Ничего. Вот так вот, друзья. Давайте к нам на обед. Друзья, помните, мне подарили 2 башни. Вот эти 2 башни мне были подарены. И как раз в тот день у меня была моя сестра и заказала себе тоже вот такие 2. И нам захотелось еще одну заказать, 3-ю, чтобы они были вот, ну, 3 сразу. Эти 3 мои, а эти 2 сестра заказала себе у этого Али Арцханова, нашего ремесленника, который мне прислал в подарок. Вот эти 2 были присланы в подарок, а эту я докупила сегодня. Мы заказали в тот раз сразу же, и вот дней через 4 он сделал нам их. Теперь сестра свои заберет. Очень красивые. Не знаю, насколько передает телефон эту красоту. Очень красиво. Когда вот были 2, мой сын сказал: мам, давай еще одну закажешь. Все-таки 3 было бы красивее. Вот так вот, друзья. Красота, конечно. Друзья, и ссылку на Инстаграм Али Арцханова, который делает вот такую вот красоту, я еще раз оставлю у себя в описании и закреплю в комментариях. Заходите к нему на страничку, спрашивайте его, смотрите, заказывайте. Я надеюсь, вы будете у него заказывать. Он делает и побольше башни, какого вы хотите размера, даже, по-моему, 3-метровые он мне говорил, что делает, 1,5-метровые, метровые, какие вы закажете. Вы очень ему поможете. Он нуждается в этих деньгах, если честно. Может, он обидится, не знаю, что я это говорю. Но ему надо помочь просто тем, что вы купите у него вот такие вот прекрасные башни. Мне, например, очень они нравятся и понравились. Они вот, не знаю, сейчас ищем место, где бы их красивенько поставить, чтобы они были видны. Они очень красивые, друзья, в действительности. Заказывайте, смотрите, заходите, проконсультируйтесь с ним. Ну вот, как-то так. Так, и вот, друзья, 4 уток я зарезала, но показывать я их не буду, потому что они, в принципе, ну, не выглядят красиво, конечно, зарезанными. Сначала я выпотрошила все 4 штучки. Видите, кипит вода. Я окунула вот эту уточку вот в эту кипящую воду буквально на 2-3 минуты. Переворачивая. И теперь буду выщипывать, понесу туда на стол и потихонечку буду выщипывать. Просто вы меня просили показать. Это, конечно, зрелище не очень красивое, но вот немножечко начну. Вот видите, пеньки уже большие, можно нормально выщипывать. Вот все, что от этого требуется. Крылья с этой стороны я немножечко обрежу. Ничего мудреного. Вот с этих вот я раньше делала подушки. Просто у меня их сейчас слишком много. Я не буду их, выброшу перо, не буду этих подушек делать. Уже у меня даже в запаснике, в кладовке 5-6 подушек стоят лишних. Только пыль будут собирать и все.
Вот смотрите, вот. Видите? Нет никаких таких пеньков. Все нормально. И все, вот эти вот длинные, я их обрежу. Ну, давайте покажу. Вот так вот. Вот. Просто мне не хотелось, если честно, это показывать, но меня просили. Даже 2-3 писали, чтобы показали. Видите, уточка выпотрошена. Еще раз повторюсь, что не выпотрошив, окунать их в воду нам нельзя. Ну и все, наверное, хватит. Дальше покажу уже очищенных. Так, друзья, и вот, видите, я 4 уточки почистила. Они все 4 получились разные. Как будто бы, вот видите, это желтенькая, жирненькая такая. Ну, это, видимо, постарше, которая, эти, видимо, младшие. Это вообще была черненькая, перо черное, видите, какие. Все-таки никогда нельзя их покупать. Они всегда бывают вот такие вот. Я просто сейчас дальше не буду снимать. Мне надо уже доить корову и заниматься другими делами. Пока вот занесу, быстро управлюсь вечером. А потом уже спокойненько почищу. Просто уже надо будет, чтобы мой админ уже смонтировал и отправил этот ролик. Поэтому до конца чистить я уже при вас их не буду. А потом, может быть, потом в следующем ролике покажу, как уже и опаленные они у меня будут. Ну, вот такие вот получились. Ну, ничего, вот одна, правда. Вот видите, вот эта черненькая и худенькая такая, страшненькая. И вот... Ну, хотя и жирок на ней есть. Ну, ладно, как есть, так есть. Ну, все, друзья, вот на этом я закончу сегодняшний мой обзор, сегодняшний мой, как вам сказать, мой день. Перепелки мои кушать хотят, видите, как орут. На этом все. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно, если будут комментарии, если будете спрашивать что-то. И посоветуйте мне насчет роз. Кто знает, я вас просила совета, как сажать эти черенки. Может быть, я еще пересажу их по-другому. Ну вот, как-то так, друзья. Спокойной ночи вам всем. Всех благ.